Мы предполагали после первого нападения, что как бы мы там не смотрели со всех сторон, что кроме так хороший парень и от соседей, и от всего-всего, у нас народ, знаете, люди привыкли к тому, что не говорить правду про того или иного преступника. Всегда пытаться уйти от ответа, всегда пытаться сказать, что он хороший парень. И думаю, что вот этим они кому-то оказали услугу. Нет, это медвежья услуга. Поэтому кого там не спрашивали, в том числе, мы сейчас по этому поводу, я дал тоже команду проводить расследование и по месту учебы, по месту жительства, почему люди говорили про него только хорошие. Если потом уже след показывает, что не могли люди не видеть того, что он что-то замышляет, что он не туда повернул, что он не так живет. Не могли этого не видеть люди. Но, тем не менее, была такая белая такая страничка, листочка белый, да, вот хороший. И, конечно, очень засомневались в этом деле, и оперативные службы очень плотно работали, и уже были какие-то определенные зацепки. Вот этот случай предотвращения теракта, нападения на пост. И дальше уже работа показала, что, да, не все гладко, и мы уже выявили. Я сейчас пока впереди оперативных служб не хочу это озвучивать, но, тем не менее, уже есть задержанные, уже есть те, которые в разработке, и проводится такая довольно серьезная работа, в том числе с подключением специалистов из Москвы. И я искренне всем говорю сегодня, и когда это все произошло, сказал, и сегодня повторяю, все, с теми, кто совершил нападение на пост и первый раз, и второй раз, все, с теми, кто сегодня задержан, общался, подвозил, сидел с ними, кушал, там, или ходил на молитву, или еще что-то. У кого были с ними контакты, идите к участковому, идите к начальнику РОВОДа, дайте эту информацию. Я в прошлый раз об этом говорил, в этом ничего нет плохого. Почему? Потому что если вы случайно подвезли, бывает такое, случайно оказались в какой-то компании, вы же не знаете, что человек замышляет, но хотя бы просигнальте органам правопорядка, участковому по месту жительства, что да, у вас тогда-то был с ним какой-то контакт. И хотя бы этим обезопасьте, но не пытайтесь врать. Почему? Потому что если вы будете говорить, я не знал, почему я его подвозил, а оперативные службы знают, что вы знали, для чего вы его подвозили, это вас не спасет. Все равно это рано или поздно там выйдет на другой простор. Поэтому одно дело, когда признаться и раскаяться, другое дело, когда врать, признаваясь. Ну, и третье, когда, да, реально люди не знали, в компании, на свадьбе или там, на похоронах, там, или на каких-то других мероприятиях, случайно встретились, пересеклись, или подвозили на машине. Ну и все, человек что там, сказал правду и сказал, и каким-то образом хотя бы там обозначился. Поэтому здесь я просил бы всех об этом сказать. А так, довольно успешно вчера и позавчера проведены были мероприятия, и уже, если память не изменяет, 5 человек задержанных. И я думаю, что в том числе числа пособников у нас появятся еще некоторые фигуранты дела. Спасибо.